Привет, друзья! С вами я, Михаил Сыркели, и новый выпуск Nocta Life. Сегодня мы прокомментируем, почему Ирина Влах усмотрела расовую дискриминацию в требовании к членам исполнительного комитета владеть гагаузским языком. Запрет Зиги, Ви и Георгиевской ленточки, используемых как символ российской агрессии в Украине, и молчание прокремлевских ягнят в Молдове на резню российской армии в Буче. Итак, поехали. 18 марта Народное собрание приняло ряд поправок в закон об исполнительном комитете. Мы не будем комментировать все поправки, внесенные Народным собранием, остановимся лишь на одной, а вернее на реакции исполкома на эту поправку. После формирования нового состава Народного собрания утверждается состав исполкома. В силу определенных обстоятельств за одну каденцию Башкана исполком Гагаузии утверждается дважды. Один раз после избрания или переизбрания Башкана новоизбранный или переизбранный Башкан утверждает в Народном собрании состав своего исполкома. И второй раз Башкан делает то же самое после формирования нового состава Народного собрания. Сейчас настал момент, когда исполком должен быть утвержден в очередной раз по причине избрания нового состава Народного собрания. Большинство в новом составе Народного собрания, судя по всему, решило упредить ситуацию, приняв поправки в закон об исполкоме. Поправки, принятые Народным собранием от 18 марта этого года, касались требований к кандидатам в члены исполкома, а также структуры исполкома и некоторых других аспектов формирования и деятельности исполкома Гагаузии. Башкан Гагаузии предсказуемо отклонила поправки, предложенные Народным собранием. Мы сейчас не будем разбирать, могло ли Народное собрание в одностороннем порядке вносить эти поправки без согласования с исполкомом. Это неоднозначный вопрос и относится к системе разделения властей с одной стороны и к вопросу сдержек и противовесов и политического контроля с другой стороны. Поправки, принятые Народным собранием Гагаузии от 18 марта, содержали один вопрос, который, с моей точки зрения, не должен был вызывать дискуссий и противодействия со стороны Башкана, высшего должностного лица Гагаузии и гаранта соблюдения уложения автономии. Речь идет о поправках в закон об исполкоме, обязывающих членов исполнительного комитета владеть гагаузским языком. Башкан сочла неприемлемым обязывать члена исполкома владеть гагаузским языком. И тут, что называется, все обомлели. Ну или не обомлели. К сожалению, все привыкли к тому, что Башкан Гагаузии плюет на гагаузский язык. Ну и не только этот Башкан, и предыдущие тоже. Настолько привыкли, что это и неудивительно вовсе. Тут примечателен еще один момент. Поправки принимаются одним законом. Если там несколько поправок, то они принимаются не каждая в отдельном законе, а все одним законом. Такова законодательная техника. Башкан отклоняет законопроект целиком, даже если Башкана не устраивает одна единственная поправка. Башкан промульгирует либо весь закон со всеми поправками целиком, либо отклоняет его. Ну или направляет закон или законопроект на доработку. К чему я это? Я к тому, что Башкан в этой ситуации открыто пошла против гагаузского языка, несмотря на то, что является высшим должностным лицом Гагаузии и по закону должна делать все, чтобы защищать и продвигать гагаузский язык. Что называется, сама себя спалила. Извините за жаргон. Башкан могла этого и не делать. Даже если Башкана устраивала бы поправка, обязывающая членов исполкома владеть гагаузским языком, она не могла промульгировать только ее, если другие поправки с ее точки зрения неприемлемы. С другой стороны, если Башкану не нравится именно эта поправка, связанная с гагаузским языком, она могла не акцентировать на ней внимание и отклонить этот закон по ряду других причин. Странно слышать, что Башкан Гагаузии была против того, чтобы члены исполкома были обязаны владеть гагаузским языком. Но Башкан в данном случае Башкана ничего не смутило. Она отклонила поправки Народного собрания, в том числе и по причине того, что депутаты предложили обязать членов исполкома владеть гагаузским языком. А если быть более точным, депутаты привели закон об исполкоме Гагаузии в соответствии с другим законом, законом о расширении сферы применения гагаузского языка, принятым Народным собранием еще в 2018 году, который, кстати говоря, Ирина Влах тогда промульгировала. В нем, в частности, говорится следующее. Депутаты Народного собрания Гагаузии, члены исполнительного комитета, должностные лица органов публичной власти, руководящий состав правоохранительных и судебных органов, начиная с 2021 года, должны владеть гагаузским языком и использовать его на уровне, необходимом для выполнения служебных обязанностей.
Как мы видим, владеть гагаузским языком обязаны не только члены исполкома, но и другие должностные лица, работающие в Гагаузии на различных публичных должностях. Более того, у должностных лиц, в том числе и членов исполкома, было 3 года с 2018 по 2021 год для того, чтобы выучить гагаузский язык. Ну а у исполкома, соответственно, было время создать условия для изучения гагаузского языка для всех желающих. В 2018 году Башкану ничего не мешало и ее ничего не смущало. Она промульгировала закон, обязывающий членов исполкома владеть гагаузским языком. А в 2022 году, когда каждый член исполкома уже год как обязан владеть гагаузским языком, Башкан посчитал это неприемлемым. Да еще и как аргументирует, какую аргументацию придумали в исполкоме. Свой отказ промульгировать поправки в закон об исполкоме, обязывающие членов исполкома владеть гагаузским языком, Башкан обосновывает тем, что это, внимание, недопустимо ставить гагаузский язык выше других официальных языков Гагаузии. Что недопустимо? Так Гагаузия для этого и создавалась, чтобы поставить гагаузский язык выше других языков на территории Гагаузии. Башкан и исполком усмотрели в этом даже противоречие с Международной конвенцией ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Каким образом требование к гагаузам знать их родной язык противоречит Международной конвенции ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации, непонятно. Более того, Башкан и исполком усмотрели в этом даже противоречие с рамочной конвенцией Совета Европы по защите национальных меньшинств. Как можно усмотреть противоречие рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, когда речь идет о защите языка национального меньшинства? Мне сложно понять логику в исполкоме. Может, я что-то пропустил, и Гагаузия из автономии с компактным проживанием гагаузов, относящихся к национальным меньшинствам, превратилась в серьезного геополитического игрока, и гагаузский язык уже не нуждается в дополнительных мерах по его защите, чтобы, как сказала Башкан, не ущемлять другие официальные языки Гагаузии. В Гагаузии, как вы знаете, 3 официальных языка. Гагаузский, румынский, в Гагаузии его почему-то называют молдавским, но в школах изучают румынский. И 3-й официальный язык Гагаузии – это русский. Я не слышал, чтобы румынский и русский были отнесены ЮНЕСКО к языкам, находящимся на грани исчезновения или находящимися под угрозой исчезновения. А гагаузский отнесен. И именно гагаузский нуждается в дополнительной защите, а не русский или румынский. Именно гагаузский необходимо поставить чуть выше румынского и русского на территории Гагаузии, чтобы не допустить его исчезновения и выровнять его по факту с 2 другими официальными языками Гагаузии, которые, слава богу, развиваются и, к сожалению, потихоньку вытесняют гагаузский язык из всех сфер жизнедеятельности в Гагаузии. И для того, чтобы гагаузский не вытеснился окончательно, ему нужна законодательная защита. Вряд ли можно хоть как-то ущемить русский и румынский на территории Гагаузии, защищая гагаузский. Мне кажется, в Гагаузии насмотрелись российской пропаганды и не совсем адекватно оценивают происходящее в мире, и, что самое важное, не совсем адекватно оценивают место гагаузов и Гагаузии в глобальном мире. Дело в том, что Молдова не Россия, а гагаузы не русские. Молдова – это маленькое государство между Украиной и Румынией, а гагаузская автономия – это маленькая автономия на юге Молдовы, которую 28 лет назад предоставили малочисленному гагаузскому народу. Гагаузская автономия была предоставлена гагаузам не Москвой, а Кишиневым для развития и защиты гагаузского языка и культуры, а не русского языка. Если руководство Гагаузии больше обеспокоено статусом русского языка в Гагаузии и готово в угоду России и русского языка жертвовать исчезающей гагаузской культурой и языком, тогда руководство Гагаузии должно понимать, что оно рубит сук, на котором сидит. Если мы жертвуем гагаузским языком, тогда зачем нам гагаузская автономия? Те, кто предоставил Гагаузии автономию для защиты гагаузского языка и культуры, могут сказать: дамы и господа гагаузы, вы гагаузскую автономию используете не по назначению. Может, вам она не нужна, и они будут правы. То, как мы в Гагаузии используем особый правовой статус этой самой Гагаузии, напоминает известный анекдот о лечении геморроя, когда пациент перорально принимает ректальные свечи. Гагаузский народ и политики больше обеспокоены геополитическими вопросами и интересами России, по сути тем, на что повлиять не могут. А то, на что могут повлиять, например, на развитие и сохранение своего языка, строительство очистных сооружений, чтобы не загрязнять наши реки нашими же каловыми массами, этим мы не занимаемся, это нам не интересно.
К сожалению, с геополитикой заигрывают и клянутся в любви к России все политики в Гагаузии. И те, кто открыто себя позиционирует как пророссийские, и те, кто позиционирует себя как гагаузские патриоты. По сути, все политики Гагаузии позиционируют себя как пророссийские. Особенно смешно наблюдать за тем, как так называемые гагаузские патриоты выдают пророссийский референдум от 2014 года как главное событие последнего десятилетия, произошедшее в жизни Гагаузии. И яростно настаивают на том, что именно они организовали референдум. Увлечение гагаузских патриотов референдумами от 2014 года напоминает увлечение подростков с плакатами с изображением фотомоделей. За 27 лет заигрывания гагаузских политиков с Россией Гагаузия не получила ничего, кроме нескольких ржавых бобкатов, комплекта музыкальных инструментов, нескольких тысяч тонн пшеницы и солярки. Но зато гагаузские политики много чего получили. Например, деньги и медийную поддержку, которая помогла им прийти к власти и заработать на хорошую и безбедную старость, обеспеченную не из зарплаты и пенсий, очевидно. Один башкан за время башканства построил семейный бизнес на миллионы долларов, другой башкан переехал жить в Германию, хотя за время башканства подписал кучу бесполезных соглашений о сотрудничестве с российскими регионами и ни одного соглашения о сотрудничестве с федеральными землями Германии, куда переехал жить с семьей. А теперь, живя в Германии, рассуждает о том, как там ухудшается жизнь. Человека из Советского Союза вывести можно, но Советский Союз из него вывести нельзя. В молодости объяснили, что Запад загнивает, вот он и повторяет, как попугай, несмотря на то, что сам туда переехал жить с семьей. За 28 лет гагаузская автономия дошла до момента, когда защита гагаузского языка воспринимается башканом Гагаузии как нарушение Конвенции о защите национальных меньшинств. Речь идет о высшем должностном лице Гагаузии, суть существования которого заключается в том, чтобы защищать гагаузский язык всеми возможными способами. И если человек, занимающий должность башкана, этого не делает и отказывается продвигать гагаузский язык, значит, он или она не соответствует этой должности. Тем более, если делает это ради того, чтобы хозяева в Кремле не обиделись и продолжили оказывать поддержку. Мы в Гагаузии должны определиться, чего мы хотим. Сохранение автономии или сохранение у власти политиков-русофилов. Совмещать и то, и другое дальше будет очень сложно. Поддержка и продвижение интересов России в Молдове идет вразрез с интересами автономии и ее дальнейшим развитием. Гагаузские политики должны предложить ясную концепцию развития Гагаузии в рамках Республики Молдова, которая на всех парах мчится в Европейский Союз. Очень глупо надеяться на то, что кому-то в Гагаузии удастся повторить финты из 90-х. Это не только глупо, но и опасно. Гагаузия должна определиться, чего она хочет. Быть медвежьим углом в стране, движущейся в цивилизованный мир, или найти свое место в цивилизованном мире и сохранить идентичность гагаузов. Если мы хотим быть частью цивилизованного мира, пора отказаться от слепой русофилии, вытащить из грязи знамя гагаузского языка и поднять его как можно выше. В Молдове запрещены символы и атрибуты, пропагандирующие акты военной агрессии, военные преступления и преступления против человечности. В четверг, 7 апреля, парламент принял поправки в Кодекс о правонарушениях. Теперь физические или юридические лица, которые производят, отображают, продают или распространяют эти символы, в том числе и в интернете, будут оштрафованы или будут штрафоваться. К символам, пропагандирующим акты военной агрессии, военные преступления и преступления против человечности, парламент отнес Зигу, Ви и Георгиевскую ленточку. Дальше по тексту вместо буквы Z я буду использовать слово Зига, имея в виду тот самый символ Z, да, отождествляя его с нацистским приветствием. Это двухцветная лента, которая сегодня присутствует на форме российских солдат, которые зашли на территорию Украины. Это символ военной агрессии. И буква Z, и V тоже. Запрет Зиги, Ви и Георгиевской ленты в Молдове стал причиной бурного возмущения прокремлевских политиков и их сторонников. О том, что молдавские власти могут запретить эти символы, стало известно еще в начале недели. О возможности запрета сказала сначала президент Майя Санду, а затем и спикер парламента Игорь Гросу. Как Санду, так и Гросу заявили о том, что любые знаки и действия, продвигающие войну в Молдове, нужно запретить.
simbolurile, însemnele, tot felul de... Символы, знаки отличия, всякие вещи, пропагандирующие насилие, не имеют места в молдавском обществе. Все те, которые пропагандируют насилие и войну, все то, что провоцирует и продвигает войну и не имеет ничего общего с государственной символикой, будет запрещено. Действительно, ни Зига, ни Ви, ни Георгиевская лента не имеют ничего общего с государственной символикой Молдовы. Или хотя бы с историческим прошлым нашей страны. Это полностью навязанные российской пропагандой символы, которые некоторые индивидуумы в Молдове начали лепить куда ни попадя. Зига за 43 дня войны стала прочно ассоциироваться с военными преступлениями России в Украине. Изначально эти символы обозначали принадлежность к различным группам российских войск. Z – это западный военный округ, V – это восточный военный округ. Использование этих символов в России после начала войны дошло до маразма. Зигу вписывают во все мыслимые и немыслимые слова, помечают дома несогласных с войной и выкладывают из подручных материалов и даже детей. Чтобы погасить возмущение граждан России тем, что в войне за так называемый русский мир используют букву или буквы латинского алфавита, российская пропаганда объяснила, что это не Z и V, а земля и Ижица. Буковка Z – это традиционная буковка нашего кириллического алфавита. Изначально она писалась именно так, называется она «Земля». И автомобили, и наша бронетехника с этим обозначением заходят на Донбасс. В Донбасс и с той стороны прежде всего, потому что это наша земля. Буковка V. Она, как вы думаете, в этом же алфавите, древнеславянском, означает «Ижица». И вот так она тоже писалась. Это никакая не латиница. А знаете, что означало «ижица»? Точнее, выписать «ижицу» в русском, древнерусском обычае. Это означало «выпороть». Выпороть. И буковки «Ви» у нас куда идут? Они идут в Киев. И что они там хотят сделать с руководством этой страны? Ижица, к слову, означает звук «и», а никак не «ви». В некоторых западных СМИ Зигу называют половиной свастики, которая состоит из двух таких Зиг. Как ни крути, ни Зига, ни Ви, ни Ижица и Иже с ними не имеют никакого отношения к молдавской государственной символике или историческим ценностям. Как и Георгиевская ленточка, которая вдруг с середины 2000-х стала в России символом, олицетворяющим победу Советского Союза во Второй мировой войне. Этой ленточкой Россия буквально завалила пророссийских политиков в Молдове. Они устраивали акции, растягивая коричнево-оранжевые полотна на улицах молдавских городов, а их активисты раздавали георгиевские ленточки на улицах. Небольшой экскурс в историю может показать, что георгиевская лента имеет довольно далекое отношение ко Второй мировой войне. Более того, во времена Второй мировой войны эта награда и называлась по-другому. Георгиевская лента появилась в 1769 году в качестве знака военного ордена Святого Георгия. Орден учредила Екатерина II. В 1807 году Александр I учредил знак отличия ордена Святого Георгия для нижних чинов, который с 1913 года именовался Георгиевским крестом. В ходе Первой мировой войны им были награждены более 1 миллиона человек. После революции царские награды превратились в бремя для их обладателей, и кавалеры Георгиевских крестов в советское время скрывали то, что он у них есть. В 1943 году в СССР был учрежден Орден Славы для награждения солдат, матросов, сержантов и старшин, являвшийся практически полным аналогом солдатского Георгия. Только крест заменили звездой и сделали чуть более насыщенным цвет желтых полос на ленте, превратившихся в оранжевый. Символика, используемая в современной России, копирует именно советские гвардейские ленточки. Так что называть их георгиевскими с геральдической точки зрения неверно. А в самой Второй мировой войне георгиевская лента не использовалась как символ советской армии. В России георгиевские ленточки используют не только в День Победы и не только как символ победы во Второй мировой войне. Доходит до абсурда. Георгиевскую ленту можно увидеть на обуви, на брюках, на водке, майонезе, тапочках и даже колбасе. Запрет российских символов в Молдове возмутил пророссийских политиков разных мастей. Они незамедлительно кинулись на защиту полусвастики, коричнево-оранжевые ленты и Дня Победы, празднование которого, к слову сказать, в Молдове пока не запретили. Дадон, почетный председатель партии социалистов, например, сказал, что 9 мая он повяжет на грудь георгиевскую ленту и примет участие в шествии
и отметит таким образом День Победы над нацизмом. В своем комментарии он снова предостерег власти Молдовы от покушения на нейтралитет Республики Молдова. По его словам, неким внешним силам выгоден конфликт на Днестре. Дадон не уточнил, о каких силах идет речь, но мы-то знаем, что в Приднестровье находится военный контингент только одной внешней силы – Российской Федерации. 9 мая действительно дата, которая для многих жителей Молдовы имеет большое значение. Однако мероприятия, организованные под партийными знаменами, в этот день больше похожи на балаган с флагами СССР и ряжеными людьми в форме, которые не имеют никакого отношения к армии и тем более ко Второй мировой войне. В этом году празднование Дня Победы сродни танцам на костях жертв путинского режима в Украине. Праздновать победу над фашизмом, восхваляя таким образом Россию, когда в соседней стране происходит настоящий фашизм, организованный Россией, это кощунство. Вторая мировая война была величайшей трагедией Европы и всего мира. Сейчас Европа переживает повторение событий почти 80-летней давности. Россия сейчас оказалась в положении гитлеровской Германии во Второй мировой войне и впервые в Европе со времен Второй мировой войны совершила ничем не спровоцированное военное вторжение на территорию независимого и суверенного государства. Российская армия уничтожает граждан Украины только потому, что они украинцы, разрушает дома и инфраструктуру только потому, что они на украинской земле. Что на фоне этих ужасных событий будем отмечать 9 мая в Молдове? Победу над фашизмом, который мутировал в России. Если у вас есть сомнения относительно того, что режим в России по сути является фашистским, зайдите на страницу Российского государственного информационного агентства РИА Новости и почитайте недавнюю статью, где написано, что России придется уничтожить не только Украину как государство, но и украинцев как нацию. В колонке государственного российского СМИ употребляется термин «деукраинизация». Автор этой статьи пишет, что даже само название «Украина» не может быть сохранено и предлагает жестко перевоспитывать минимум одно поколение украинцев, которые считают себя украинцами. Напечатали бы государственные СМИ в России текст, который противоречит государственной идеологии? Разумеется, нет. Россия хочет уничтожить целую страну и нацию. Государственные СМИ России это активно продвигают. Чем это не фашизм? Хотя нет, это не фашизм. Российский фашизм стремительно эволюционировал в нацизм. Мы видим резню в Киевской области, где сотни мирных украинцев и украинок были убиты, изнасилованы и замучены российскими солдатами. Как в этих условиях можно вообще что-то праздновать, особенно с символами и знаками, под которыми совершались зверства в Буче? Тут каждый решает сам, что делать 9 мая. Предаваться победобесию или чтить память жертв Второй мировой войны. Будучи очень громкими в защите Георгиевской ленты, пророссийские политики оказались немы по отношению к зверствам российской армии в Буче. В прошлом выпуске мы подробно говорили о зверствах российских солдат в Киевской области. Как только миру открылись свидетельства зверств российских солдат в Буче, Гостомеле и Ирпене, политики и лидеры многих стран, в том числе и Молдовы, выступили с заявлениями, осуждающими эти зверства. Россия, как обычно, отрицает свою причастность к убийствам мирных жителей, однако не предоставляет или не представляет никаких доказательств, свидетельствующих о том, что это не они. Машина российской пропаганды запускает в народ теории, одна безумнее другой, обвиняя в фейках всех, начиная от Украины и заканчивая международными СМИ. Но прокремлевские политики в Молдове молчат, будто набрали в рот воды. Молчат даже кремлевские агенты в молдавской политике, которые выдают себя за прозападных. Например, Ион Кику, политический партнер Ирины Влах, не только не осудил действия России, но и предположил, что изображения из Бучи могут быть провокацией и инсценировкой. Игорь Дадон, после того, как весь мир узнал об ужасах бучанской резни, пошел встречаться с послом России в Молдове и даже сделал фото под портретом Путина в черной рамке. Выразили решительное стремление сохранить наработанные связи на благо народов обеих стран, написал Дадон после встречи с послом России. Ирина Влах и Ион Чибан громко проигнорировали главное событие последних дней. Влах пересказывает странные тексты своего внештатного советника Виталия Драганчи о добре и зле и продолжает нравоучить депутатов Народного собрания. А Ион Чибан борется с правительством, закапывая свой рейтинг все глубже.
Мне, как и многим моим согражданам, хотелось бы услышать настоящее мнение этих людей о происходящем в Украине. Их молчание выдает их отношение к военным преступлениям российской армии в Украине. И это не гуманистическое отношение, а позиция поиска выгоды и выжидания удобного момента. Мы видим, как члены и соратники или сторонники ОПЗЖ, пророссийской партии в Украине, становятся коллаборационистами, сдают города, становятся российскими гауляйтерами на оккупированных Россией территориях. Эта партия много лет финансировалась из России, страны, которая под лозунгами борьбы с фашизмом творит сегодня зверство в Украине. Ну, а теперь главный вопрос. Как бы вели себя молдавские прокремлевские политики, окажись Молдова в ситуации Украины? Ответ, мне кажется, очевиден. Их молчание по резне в Буче говорит само за себя. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать в этом выпуске. Увидимся в следующем выпуске Nocta Live.